День за днем корреспонденты нашего телеканала следят за всем, что происходит у нас в республике и, конечно, за ее пределами. И сегодня, подводя итоги уходящей недели, мы расскажем вам о самых интересных событиях. Вы смотрите итоговую программу «Якутия. День за днем». Меня зовут Иван Лазаренко, и вот о чем мы расскажем сегодня. На месторождении Нежданинское в Тампонском районе запущена в работу новая обогатительная фабрика. Что получит Якутия и в каких условиях будет обеспечен нелегкий труд вахтовых работников? Сегодня уже 28% работающих на предприятии – это местные жители. Уверен, что эта цифра будет только расти. И, конечно, мы с руководством Полиметалла по этому вопросу уже продуктивно и эффективно работаем. В столице региона ввели в работу новую головную газораспределительную станцию. Новый объект заменит устаревший, построенный более полувека назад. Для нас очень важно, что эта станция скоординирована с тем, что мы строим сейчас газофракционную установку, которая будет введена в июне следующего года. Будет увеличено количество производимого пропан-бутана в 2 раза. Какие научные открытия совершаются в Якутии среди школьников старших классов и чем обусловлен рост интереса к науке? Вот здесь у нас лежит лабораторная установка для измерения, то есть она имитирует гидроэлектростанцию, то есть дети при помощи него получают первое электричество. 14 ноября завершат всероссийский учет населения. Как работают переписчики, в чем удобство учета в цифровом формате и есть ли трудности в работе с гражданами? Хочется, чтобы перепись прошла очень качественно, хорошо, и мы получили бы через какое-то время по статистике результаты нашей работы. Наконец-то поставлена точка. С 1 февраля 2022 года в России вступают в силу законопроекты об использовании QR-кодов в общественных местах и транспорте для лиц старше 18 лет, заявила вице-премьер Татьяна Голикова на брифинге о мерах по борьбе с COVID-19. Понимая, что нашим гражданам нужно дать необходимое время для того, чтобы вакцинироваться и оформить необходимые документы, у кого их нет, законом устанавливается переходный период и в полном объеме использование сертификатов со всеми составляющими вступит в силу с 1 февраля 2022 года. При этом хочу обратить внимание на то, что до 1 февраля 2022 года, если у гражданина нет документов, в котором отмечена вакцинация, факт болезни и, естественно, медотвод, то он имеет право посещать объекты с использованием уже хорошо известного всем ПЦР-теста в случае, если он отрицательный. Вице-премьер отметила, что с февраля QR-коды потребуются для посещения массовых и других мероприятий, организаций культуры, общественного питания, розничной торговли и ряда других, которые расположены на территории конкретного субъекта. Документы не потребуются для входа в продовольственные магазины и аптеки. Кроме того, законопроект о QR-кодах в общественном транспорте затронет междугородные и международные перевозки на железнодорожном и авиатранспорте. Отметим, данное нововведение пока не коснутся детей и подростков до 18 лет. Закон никоим образом не затрагивает детей и подростков. Вы знаете, что в Российской Федерации пока не принято решение о вакцинации детского населения. Вакцинация начинается с 18 лет. И поэтому все регулирование, которое здесь отражено, направлено на граждан старше 18 лет. К теме QR-кодов и ограничительных мерах мы еще вернемся в нашей программе, но пока к другим темам. Айсен Николаев с рабочим визитом на этой неделе посетил Мирнинский район. Глава республики осмотрел социально значимые объекты поселка Айхал и города Удачно, а также провел ряд совещаний с руководителями Мирнинского района. Подробнее в материале Власия Сергеева.
Рабочая поездка началась с Айхала, который в этом году отмечает 60-летие со дня основания. Юбилейную дату поселок встречает с успехами в различных сферах. Так, например, градообразующее предприятие, фабрика горнообогатительного комбината по итогам 2020 года обработала 7,6 тонн руды. При этом было добыто 8 миллионов карат алмазов. Безусловно, поселок Айхал, который отметил свое 60-летие, является одним из важнейших пунктов нашей республики, развитие которого определяет развитие в целом экономики нашей республики. Здесь сегодня добывается 27% алмазов акционерной компании «Алроса», и именно здесь куется благополучие практически всех жителей нашей Якутии. Но, конечно же, Айхал – это не только алмазы, это в первую очередь жители Айхала. И я благодарю айхальцев за самоотверженный труд, за активность, в том числе в реализации различных социальных проектов. Одним из важнейших среди данных проектов является программа переселения жильцов из аварийных домов, которая реализуется силами республики и акционерной компании «Алроса». В рамках торжественного мероприятия глава региона вручил айхальцам сертификаты на расселение. Айхал развивается, и даже в этом году, в юбилейном году, произошло очень много событий. И самое важное, самое серьезное событие – это программа расселения жителей поселка Дорожная, улица Октябрьская, партия. Мы в течение этого и следующего года расселим целых 46 домов. То есть целый поселок. Для этого нам выделили средства из республики, и компании, и муниципального образования Мирнинский район. Также Айсен Николаев посетил Айхальскую школу номер 23, которая активно ведет работу по приобщению детей к современным разработкам. Учащиеся осваивают робототехнику, пилотирование квадрокоптером, создание видеоигр и другие дисциплины. Наравне с этим школа учит детей чтить историю поселка. В этом году школа начала носить имя основателя Айхала Георгия Кадзова, барельеф которого торжественно открыли в этот день. Молодое поколение должны знать историю, как Айхал образовывался, какие люди работали, и продолжить развитие, образование нашего поселка. Воспитание детей должно быть именно основано на истории поселка. И я думаю, что мы с достоинством несем это имя Георгия Александровича Кадзова. Глава республики также осмотрел объекты города Удачный. Так он посетил городскую больницу, где стоял вопрос о закрытии поликлинического отделения и его переводе в другое здание из-за большого количества неиспользуемых площадей в основном блоке. Вроде бы экономически это целесообразно, но с точки зрения защиты здоровья людей, конечно же, это очень неправильно. Поэтому это предложение мною сегодня отклонено. Я дал поручение, наоборот, усилить здесь работу по появлению новых видов медицинской помощи, в том числе, которые касаются и профилактики заболеваний, и реабилитации. Как отметил глава региона, Айхал и Удачный играют важную роль в развитии не только Мирнинского района, но и всей республики. Несмотря на трудности, вызванные пандемией, здесь работа по реализации поручений главы продолжает идти согласно графику. Власий Сергеев, Георгий Григорьев, Айхал, Удачный, Якутск. Тем временем на золото-серебряном месторождении Нежданинское в Тампонском районе запущена в работу новая обогатительная фабрика. В дистанционном открытии столь важного для экономики Якутии объекта принял участие глава региона Айсен Николаев, который отметил, что ввод новой фабрики даст стимул развитию промышленности региона. Что еще получит Якутия и в каких условиях будет обеспечен нелегкий труд вахтовых работников Нежданинки, в материале Ульяны Шагиной. Золотодобывающая горно-обогатительная фабрика построена в рекордные сроки. Современный и мощный объект возвели в 3 с небольшим года. Новое производство уже позволило создать около 800 рабочих мест. И эта работа будет продолжена, что немаловажно, в первую очередь для молодых специалистов. Сегодня уже 28% работающих на предприятии – это местные жители. Уверен, что эта цифра будет только расти. И, конечно, мы с руководством Полиметалла по этому вопросу уже продуктивно и эффективно работаем. В пробирно-аналитической лаборатории участка Нежданинский обеспечивают оперативный и качественный анализ проб на содержание золота. Химическая лаборатория – обязательный спутник добывающих предприятий. Без нее не смогут пройти ни разведка, ни эксплуатация месторождений. Работают здесь и молодые специалисты. Ребята не боятся сюда идти. Для них созданы и современные условия, и комфорт для вахтовой жизни.
Мои друзья, они боятся работать в промышленности, потому что это, во-первых, для них, они думают, что это сложно, это трудно, они оторваны от внешнего мира, когда как на самом деле здесь у нас все оснащено, то есть новое оборудование, у нас есть интернет, поэтому мы связаны с внешним миром, то есть мы общаемся со своими родственниками. Процесс управления фабрикой всеми ее механизмами находится в этой операторской. Автоматизация работы – это в первую очередь исключение в каких-либо моментах человеческой ошибки, а также ускорение работы фабрики. Мастера-технологи, которые следят за процессом, находящиеся в операторской, управляют всеми процессами на обогатительной фабрике, включая передачу информации между подразделениями, управление насосным оборудованием, флотационным оборудованием, включая все оборудование, находящееся на фабрике. Нежданинское – 4-е по величине месторождение золота в России. Его ресурсы оцениваются в 8,1 миллиона функций. Особенностью этой местности является горный рельеф, грунт извечной мерзлотой и подземными водами. Поэтому при реализации проекта обошли привычные подходы к строительству. В Хабаровском крае, на Чукотке, там тоже имеется мерзлота, но здесь имеются такие грунты, которые там их не было. Это большое количество толщина льда, скажем, заложение этого, верхний уровень, нижний уровень. Есть определенные нюансы, но это, скажем, все преодолимо. Фабрика только начинает набирать свои обороты. Сегодня производительность нового объекта более 5 тонн золота в год. До конца 2022 года планируется выйти на полную проектную мощность. И, конечно, большое значение во время всего этого процесса будут иметь экологическая безопасность, которая волнует жителей района. Понятно, что горно-обогатительное производство, оно несет в себе ущерб окружающей среде, но при правильных инженерных решениях этот ущерб может быть минимизирован. Конкретно по Нежданинскому мы заложили в проект сухое складирование хвостов, полностью покрытое гидроизолирующей пленкой хвостохранилище. Таким образом, основной риск, я считаю, мы полностью закрыли. С помощью Фонда развития Дальнего Востока на участке достраивается линия передач, что позволит компании уйти от использования дизельного топлива в качестве источника электроэнергии, а также сократит углеродный отпечаток во вредных выбросах. Важно и то, что на Нежданинском сознательно не применяется цианид, который также вреден. Концентрат перевозится в Амурск, будет перевозиться, где уже на специальном предприятии, оборудованном по высшему классу техники безопасности, в освоенном индустриальном регионе будет производиться цианирование. То есть у нас охрана и труда, и окружающей среды, она не только в ежедневной работе, но и в стратегических решениях, которые мы принимаем с осознанием этих приоритетов. Через пару месяцев на участке полностью ликвидируется свалка, накопившаяся за 40 лет человеческой деятельности. Попутно очищаются от металла и старые базы геологоразведки. И это только малая часть того, чем сегодня в Якутии занимается Полиметалл. Кроме того, успешно реализуются и социальные проекты. Компания уже проинвестировала около 120 миллионов рублей в Тампонский район. И эта работа будет продолжена, в том числе и по обучению и привлечению местных кадров в промышленность. Кроме того, за весь срок реализации этого проекта республика получит миллиардные налоговые отчисления, что также положительно скажется на повышении качества жизни якутян. Ульяна Шагина, Григорий Николаев. День за днем. Ну а в столице региона ввели в работу новую головную газораспределительную станцию. Новый объект заменит устаревший, построенный в далеком 1967 году. Станция имеет производительность 300 кубометров в час. Тем самым решится вопрос дефицита газа в столице республики и пригородах. На открытии объекта побывала и наша съемочная группа. Ввод новой головной станции – это новый виток в развитии якутской газификации. Объект позволит укрепить безопасность и существенно увеличить пропускную способность газоснабжения столицы республики и ее пригородов. Станция полностью автоматизирована и оснащена современным оборудованием. Для нас очень важно, что эта станция скоординирована с тем, что мы строим сейчас газофракционную установку, которая будет введена в июне следующего года. Будет увеличено количество производимого пропан-бутана в 2 раза. Мы будем производить 14 тысяч тонн в год. Это опять-таки развитие газомоторного топлива. Сейчас автономная газификация очень активно ведется
потребителями, как частными, так уже и предприниматели начали автономную газификацию делать. Это тоже даст возможности дополнительные для развития. В новой станции будут снижать давление природного газа, подаваемой из системы магистральных газопроводов потребителям Центрального района. Также будет коммерческий учет расхода, осушка и утилизация газа. Кроме этого, объект надежно обеспечит газом домовладение по программе «Социальная газификация». Всего в следующем году в Якутске планируют подключить к газу почти 1800 домов. Очень серьезное, важное событие в целом для газоснабжения нашей Якутии. Открывает новые возможности для Сахатранснефтегаза с точки зрения работы по новым инвестиционным проектам, по увеличению производства СУГов, по увеличению последующего уже производства СПГ и выходу более серьезному на рынок газомоторного топлива города Якутска и окрестностей. Компания «Сахатранснефтегаз» сейчас проектирует малотоннажный завод по производству сжиженного природного газа с вводом в 2025-2026 году. Оттуда газ будет идти в населенные пункты Горного, Вилюйского районов. Значимым в этой работе также выступит новая головная станция. Елизавета Васильева, Артем Алексеев, Якутск. Ну, сейчас мы прервемся буквально на минуту и после рекламы обязательно продолжим. Мы продолжаем программу. Якутия и Беларусь расширят торгово-экономическое и гуманитарное сотрудничество. В Минске стороны обговорили детали и направления взаимодействия на 2021-2024 годы. О совместной работе регионов в ближайшие 4 года смотрите в сюжете Айсены Бурнашовой. Здравствуйте, товарищ. Вот только так, только так. Союз Якутии и Беларуси в этом году перешагнул 25-летний рубеж. Еще в 96-м был подписан первый договор с гранильным заводом в Гомеле. Спустя год соглашение в Минпромышленности Беларуси, в 2013-м сотрудничество с Гродненским районом. И сегодня два региона вновь говорят о перспективах совместной работы. Для меня Арктика тоже такая яркая страница. Углубление интеграции придаст импульс внешней торговле. В Беларуси большим спросом пользуются газ и уголь. Поэтому в перспективе реализация потенциальных СПГ-проектов и сотрудничество с белорусской товарной сырьевой биржей. Увеличение объемов экспорта, это предполагает возможность выхода на новые рынки с новыми клиентами. В списке поставок между республиками уже лидируют необработанные алмазы, мебель, техника завода БелАЗ и Минского тракторного. Только за первое полугодие этого года товарооборот увеличился в 15 раз. Увеличится и число поставок в Якутию карьерных самосвалов БелАЗа. Основным драйвером является Эльгинское угольное месторождение. 130 и 220 тонники – основные единицы добывающего комплекса Якутия. В настоящее время свыше 300 таких гигантов работают в Айхале, Нерюнгри, Мирном. Более 96 машин мы должны поставить до конца первого квартала следующего года, 22-го. Но уже понимаем, что эти объемы на этом не закончится. Совместные усилия регионов будут направлены и на производство мясной продукции. Якутская оленина, ее переработка была бы интересна Беларуси. Страна входит в 5 лучших экспортеров мяса в мире. В фокусе внимания и молоко. Только в сутки. Объем переработки главного белорусского завода равен 1000 тонн в сутки. Технологии работы с молоком, процессы модернизации могут лечь в основу сотрудничества республик. Мы перерабатываем в год заготовка порядка 60 тысяч тонн молока всего лишь. Поэтому до 2024 года мы должны выйти хотя бы на уровень самообеспеченности молоком и молочными продуктами до 60-70%. Поэтому опыт Республики Беларусь и данных компаний, холдингов, крупных холдингов, мы будем плотно внедрять и сотрудничать. Лесное хозяйство, IT-сфера, туризм, здравоохранение, образование и наука – серьезные резервы для расширения взаимодействия. Исключительную важность совместных мероприятий подчеркивает и проект патриотического плана. О возможности приглашения поисковиков из Белоруссии в следующем году на комплекс
Ржевского мемориала, где будет проходить при патронаже республики некий слет. И есть намерение пригласить гродненских поисковиков. Мы договорились с Министерством экономики, которое закреплено за нашей республикой по развитию наших связей, что не позже, чем в декабре, мы должны будем утвердить рабочий план конкретных проектов экономического, гуманитарного характера. Айсена Барнашова, Виктор Олесов, Республика Беларусь. Но сейчас перейдем к профессиональным праздникам, которых на неделе было немало. Так, на этой неделе в России отметили День экономиста. В честь профессионального праздника для экономистов отраслевых министерств и ведомств была организована коммуникационная сессия. Подробнее в материале далее. Перед специалистами в отрасли экономики стоит глобальная задача. Сегодня совместными усилиями экономисты выявляют факторы, которые препятствуют достижению стратегических целей. Всего их 5. Высокий уровень жизни человека, эффективное управление территориями, конкурентоспособные базовые отрасли, развитие несырьевой экспортно-ориентированной экономики и сохранение природы для будущего поколения. Для выявления барьеров успешного развития госслужащие поделились на 5 групп. Мы смотрим цели стратегии развития республики. И сейчас расписываем риски, да, что мешает достигнуть вот этих целевых показателей в настоящее время. Какие барьеры рассматриваете вы? Так, у нас попались вопросы, касающиеся в основном городской среды, улучшения жилищных условий. Здесь мы, конечно, рассматриваем с коллегами, обсуждаем пока 2 наши цели. Вы уже рассмотрели качество городской среды, да? Какие барьеры вы здесь выявили? Киров. Проблема того, что, может быть, специалисты мало информированы, особенно на муниципальном уровне, да, где они могут участвовать, в каких грантах, субсидиях, программах. И на региональном, и на федеральном уровне сейчас очень много принимается документов, и, может быть, если бы была бы единая база какая-то по этим программам, то было бы им легче. Отсутствие планирования изначального, как должна выглядеть вообще городская среда, как в городе и в определенном населенном пункте. По промышленному производству у нас стоит отсутствие кадров, да, специализированным со спецобразованием, недостаточно высокая заработная плата, то есть вахтовый метод, который может кому-то не понравиться. Есть отсутствие инвесторов, да, которые могут спонсировать наши промышленные проекты. И также стоит проблема в том, что недостаточно у нас раскрыт инвестпотенциал на мировом уровне. Такие мероприятия проводятся для того, чтобы министерства и ведомства при помощи совместного взаимодействия находили решение достижения целей и рассматривали проблемы с разных ракурсов. Появилась необходимость внесения определенных корректив в документы стратпланирования республики. В первую очередь стратегию, далее в план мероприятий по реализации стратегии и во все госпрограммы наши. И мы решили, что использовать такой, не совсем формальный, да, не совещание, не в форме совещаний, как бывает, да, в госорганах, а в проектном виде, в такой в полуигровой форме, для выработки проектов, которые могли бы лечь в основу корректировки стратегии, то есть инициативы, которые на федеральном уровне реализуются, как они у нас будут претворяться в жизнь. По итогам коммуникационной сессии будут сформированы проекты. Затем предстоит защита, где экспертами являются заместители министров экономики, экологии, инноваций и здравоохранения республики. Марферина Алексеева, Артем Алексеев, Якутск. О важности науки нам известно не понаслышке. Еще Михаил Ломоносов писал о том, какую отраду представляет академический интерес для молодого поколения. Тем временем юноши и девушки старшего школьного возраста проявляют неподдельный интерес к изобретениям и различного рода открытиям. О том, какие научные открытия совершаются в Якутии среди школьников, узнавала Надежда Саханская. Обогревающая куртка, полетонок Вячеслав, Занятие наукой – это как восхождение на Эвересты, только самые любопытные и терпеливые забираются на самую вершину. Дети старшего школьного возраста развивают свои профессиональные навыки и чаще всего определяются с будущей профессией благодаря дополнительному образованию. Кванториум объединяет в себе эти многочисленные задачи. Вообще проекты детей бережем, потому что это авторские проекты, и дети потом
ее забирают у нас как бы, да, мы не стараемся оставить здесь. Первые бумажные варианты, прототипы могут остаться, а в основном дети забирают для дальнейшего развития и реально могут воспользоваться в высших учебных заведениях своим продуктом. А почему нет? Участие в различных конкурсах объединяет учащихся со всей республики, а дети, работая в команде, развивают в себе навыки различных уровней, как soft, так и hard skills. Но хочется отметить, что в основном наши проекты, как видите, да какие, они патриотичные. Они касаются именно развития, да, будущего нашего региона. Поэтому дети хотят, наши команды хотят, а конкретно команда, которая работает над проектом гибридный электрогенератор, они хотят сделать жизнь комфортным именно жителей сельской местности, скажем, да, людей, которые занимаются сельским хозяйством, опять же, охотой, рыболовством. Однако для того, чтобы подобные научные идеи воплотились в реальность, необходимо длительное время подготовки, в процессе которой дети ставят многочисленные эксперименты. Вот здесь у нас лежит лабораторная установка для измерения, то есть она имитирует гидроэлектростанцию, то есть дети при помощи него получают первое электричество. Да, то есть на принципе электромагнитной индукции. Здесь есть несколько лабораторных работ, да, то есть начиная от нулевых, да, тех, кто только пришел, да, и заканчивая более продвинутым. А что дети будут конкретно делать на этом макете? Возможно, задачи какие-то связанные с топливом или с энергетикой, или с чем-либо еще? Вот, конкретно они его включают в кран, да, то есть в зависимости от напора воды они получают измерения. Измерения, то есть мультиметром выдаваемое напряжение от установки. То есть записывают таблицу и вычисляют опытным путем, какой из винтов будет лучше выдавать электричество, то есть будет лучше крутиться. Понять, как устроена основная задача, а вот создать нечто свое уже другая история. Возможно, именно бытие в какой-то степени определяет наше сознание. Так, например, Валерий Максимов изобрел специальный нагревательный элемент для зимней куртки, чтобы легче переносить наши суровые якутские холода. Представляет собой нагревательный элемент, порт, драйвер двигателя и источник питания. Это будет выглядеть как, наверное, жилет, который можно будет надеть, и где-нибудь здесь, куда хотите, можно поставить нагревательный элемент, и тогда будет нагревать. Можно температуру указать в программе, мы обычно используем 30, она может нагреться до 300. И такие разработки – только начало. Скорее всего, в этом и заключается предназначение человека – в открытии, исследовании и созидании. Надежда Саханская, Григорий Охлопков, Якутск. Но сейчас мы вновь прервемся и после рекламы обязательно продолжим. Не переключайтесь. Продолжаем программу. Завершается первая неделя с введенными новыми мерами против распространения коронавируса. Все организации начали работать в штатном режиме, придерживаясь всех ограничений, в том числе связанных с введением QR-кодов. Все подробности в материале далее. Несмотря на то, что нерабочие выходные, связанные с эпидемиологической ситуацией в стране, не продлены, и с сегодняшнего дня все торговые объекты, объекты культурные, развлекательные, общественное питание работают в штатном режиме, вход только строго по подтверждаемому QR-коду. И пропускная способность, как мы наблюдаем, 2 человека в минуту. Если в конце октября при входе в культурные и спортивные объекты можно было войти только привитым или переболевшим ковидом в последние 6 месяцев, то сейчас можно предъявить активные ПЦР-тесты. Можно сдать анализы на тест ПЦР с отрицательным результатом, соответственно, и который был сданный не ранее 72 часов. И тогда вот с отрицательным ПЦР-анализом человек может попасть на спортивный объект и потренироваться. Самыми многолюдными объектами являются заведения торговли. На пропускном пункте обслуживают по 3 контролирующих сотрудника. Такое столпотворение постоянно. В основном нормально реагируют, но некоторые отрицательно. Ругаются, кричат, требуют книгу жалоб. Таких игнорирующих требования в меньшинстве. В основном горожане и гости осознанно подходят к ситуации и выполняют поставленные требования.
Здесь даже важнее, наверное, не себя беречь только, да, а важнее беречь родных. Потому что не должны думать только о себе родных, да, то есть себе самому. То есть, конечно, и за себе хорошо. А вот пожилых наших братьев и сестер, чтобы подумать о их здоровье. У меня QR-код, я прививку сделал, у меня все хорошие анализы. Незначительное нововведение также коснулось объектов общественного питания. С сегодняшнего дня таковые работают до 23 часов. Одними из немногих заведений, работавших во время нерабочих выходных, стали объекты культуры. Во время выходных в культурных объектах прошла акция «Ночь вакцинации». Акция выявила повышенный спрос среди горожан. По итогам вакцинацию прошли более 1000 граждан. Акцию продлят теперь с 9 по 12 ноября. Снова можно привиться всем желающим. Поликлиника обратилась дальше, говорит, ребята, вот у нас подход-то подошел, давайте найдем возможность для того, чтобы и в рабочие дни находить время после работы, чтобы вот наши учреждения, которые находятся в центре города Якутска, ну, особое значение это на присутствие парковки, присутствие локаций, что он в центре города находится, пойти навстречу. Да, мы идем навстречу, работаем дальше. Что касается городского парка и открытых стадионов, любителей активного спорта ограничения не коснулось. Стадионы, допустим, Туймада открыты как раз для любителей бега, оздоровительного бега и скандинавской ходьбы. Они могут посетить и спокойно, без предъявления сертификата, QR-кода могут спокойно ходить. Общеобразовательные учреждения, школы и детские сады Якутска начали работать в очном режиме. В районах, где наблюдается сложная эпидемиологическая ситуация, решения принимают на местах самостоятельно. Марферина Алексеева, Семен Семенов, Якутск. К другим темам. Ленск лидирует по количеству самого большого объема аварийной жилплощади в республике после столицы Якутии. Это 123 тысячи квадратных метров или 220 домов. 2300 семей будут расселены в ближайшую пятилетку, пока Ленск справляется с поставленными задачами. Ежегодно здесь появляются по несколько новых многоэтажных домов в рамках программы переселения. Сегодня долгожданные ключи от новых квартир получили 20 семей. Разделила радость с новоселами Анна Кожевникова. Живут на отшибе в покосившихся старых двухэтажках, оставшихся в наследство от Министерства мелиорации страны Советов. Дома уцелели в разрушительные наводнения 1998 и 2001 годов, но время их не пощадило. Дыры зияют в полу на втором этаже, стены покосились, того и гляди обрушится, канализация перемерзает. А холодная вода появилась всего несколько лет назад. Да каждый год ходила я. И писала, и фотографировала, и воду таскала в баночках, и все, какую дети воду пьют. И вот когда потащила воду, нам холодную провели. Воды тут горячей нету, с отопления сами берем, проводим, хотя ее нельзя оттуда брать и пить. Мы ей и моемся, и посуду моем, все. Холодную воду года 2-3 назад только провели. Так в бочке, на улице бочки, водовозку заказываем, заливаем, таскаем. А зимой в 50 градусов на полу. Полы помоешь, льдом покрываются. У меня дети в валенках все время ходили. Я им обрезала, как тапочки делала. И в одежде спали. Семья Соловьевых получила такую квартиру в 2006 году взамен затонувшего собственного дома в 2001. Вырастив 2 детей в таких условиях, при рождении 3-й дочки решили переехать в съемное жилье. Но большинство жильцов собственноручно боролись с канализационными потопами, прохудившимися полами и заваливающимися стенами. Я проживаю здесь с 2003 года. Нам дали жилье, получается, папе, мне и сыну. Просто сейчас уже, конечно, дом износится, холодно, с окон дует, с полов дует. В подъездах мы сами делали ремонт, собирались с жильцами, красили кое-как, штукатурили. Ко всему прочему, аварийное жилье находится в промбазе, откуда сложно выбраться, не имея личного автотранспорта. Путь до остановки не близок, и на каждом углу подстерегают собаки. И добираться детям в школу очень далеко, особенно вот маленьких приходится ходить, встречать каждый вечер. Я ребенка встречаю со школы, чтобы всякое бывает здесь, такой райончик не очень. Дома были признаны аварийными в 2016 году. Сегодня их жильцы наконец-то дождались новоселья. Здесь даже вода и горячая, и холодная. Хорошо. Квартиры двухкомнатные, как и были у семей Соловьевых, и Мельник, но на 15 квадратов больше. Аварийного жилья в большом коридоре можно поставить вместительный шкаф или сделать встроенную гардеробную. В кухне поместится даже диван, смеются счастливые новоселы. В другой – зал. Ну а балкон – это словно еще одна комната для отдыха. Пока вид из окон на стройку, но скоро и там появится новый жилой комплекс.
Просторный, комфортабельный, а главное новый и в центре города получили квартиры ленчане сегодня в рамках реализации нацпроекта «Жилье и городская среда», который успешно реализуется на территории Ленска при кураторстве главы республики. Ой, мы счастливы, мы рады, что теперь свое есть, что здесь красиво, потолки высокие, школы поближе, не надо там автобус ждать, можно и пешком дойти. А то мы, бывает, и на автобус не входим, следующий ждем. Очень рады. Мы жили там на доке, туда ни на автобусе не попасть, это раз в год там, да. А тут с ребенком можно выйти погулять спокойненько, это, можно сказать, центр города. Все в доступности, магазинчики. Александру Николаеву спасибо, что поддерживает программу, что убивает деньги и проблемы, вот это все это на его плечах. Спасибо ему большое. Это первое новоселье участников программы переселения в этом году. Пока счастливыми обладателями в новой жилплощади стали 20 семей, но за годы действия программы их уже сотни. Начиная с 2012 года у нас построено 15 новых многоквартирных домов. 24 дома мы уже снесли полностью аварийных. То есть сегодня программа реализуется в полном объеме. 2 новых высотки выросли в современном квартале в центре Ленска по улице Якутской. В дальнейшем здесь появится новая дорога, а застройщик компания «Три семерки» благоустроит придомовую территорию и даже установит фонтан. В ближайшие 4 года расселят ориентировочно 8 тысяч человек, что составит 1/3 часть населения города. А это значит, что сотни окон засветятся в будущих изящных многоэтажках Ленска. Анна Кожевникова, Виталий Андреев, Ленск. Тем временем перепись населения подходит к концу. 14 ноября завершат всероссийский учет населения. Жители Якутии активно участвуют в мероприятии. Лидирует пока Мегино-Кангаласский район. В Якутске на сегодня больше всего переписавшихся в Центральном округе. Как работают переписчики, в чем удобство учета в цифровом формате и есть ли трудности в работе с гражданами? Ответы знает моя коллега Мадина Халикова. Вот уже без малого месяц по всей стране идет перепись населения. К масштабному всероссийскому событию готовились задолго до его старта. В условиях пандемии нужно обеспечить безопасность и статистиков, и граждан. Поэтому все переписчики вакцинированы, имеют QR-коды, а также еженедельно сдают ПЦР-тесты. Сейчас время бежит вперед. Во-первых, у нас были планшеты. Очень удобно на планшетах печатать. Да? Допустим, ты заходишь там раньше, да, как было 10 лет назад, что мы все делали от руки. Сейчас же такие возможности, что все на планшете, это очень удобно. Без обхода домов никуда, но и жители часто приходят в стационарный пункт, если сами не могут разобраться. Удобство цифрового учета также отмечают опытные переписчики. Франческа Курчатова, например, уже в 3-й раз работает на всероссийском мероприятии. Я вначале уже работала в МГ в переписи 2000 года, потом в Якутск переехала в 2010 года. И сейчас уже я решила, что это для меня обязательно. Быть на 3-й переписи, а может быть посчастливиться и на следующих. Ну, потому что это гражданская ответственность еще, чтобы все было качественно, четко. И для чего же все-таки нужна перепись населения? И почему так важно участвовать в ней? Всероссийский учет поможет государству во всех сферах развития регионов, начиная от бюджетного планирования, заканчивая строительством социальных объектов и инфраструктуры. Для любого стратегического планирования, для любого развития республики необходима перепись, понимать, сколько у нас населения, чем оно занято, сколько у нас детей, какие школы для них нужно будет построить, садики, какие программы обучения, какими языками они владеют. Это все вопросы, на это отвечает только всероссийская перепись населения. Если старшее поколение активно идет на контакт очно, так как уже неоднократно сталкивались с процедурой, то молодежь больше предпочитает проходить опрос на госуслугах. И все-таки перепись, когда первая была, она была как-то поживее, быстрее, и народ как-то интересовался. Ну, потом немножко стал народ как-то остывать, но все равно перепись идет своим чередом нормально, хорошо. Хочется, чтобы перепись прошла очень качественно, хорошо, и мы получили бы через какое-то время по статистике результаты нашей работы. В Якутске активнее всех принимают участие в переписи жители Центрального округа. Там листы заполнили 88% граждан. В республике лидерами остаются Мегино-Кангаласский, Намский, Сунтарский, Горный и Аймиконский районы. Будет подводить сначала итоги переписи в целом по республике. Соберут все итоги переписи по 36 муниципальным районам, городским округам. Затем сводные данные
всех жителей, переписанных жителей Республики Саха-Якутия будут переданы в Госкомстат Российской Федерации. И там Государственный комитет статистики Российской Федерации соберет все результаты, естественно, по 85 субъектам Российской Федерации. Это будет достаточно большая, думаю, работа. Это первая цифровая и последняя бумажная перепись. Завершится она 14 ноября, а в 2022 году статистики подведут итоги всероссийского мероприятия. Мадина Халикова, Владимир Павлов, Якутск. Но сейчас вновь небольшая рекламная пауза. Оставайтесь на нашем телеканале. Продолжаем программу. На этой неделе отмечали еще один праздник – День сотрудника органов внутренних дел. Главный профессиональный праздник тех, кто стоит на страже права, порядка и безопасности граждан нашей страны. Знаменательную дату республика встречает снижением уровня преступности. По итогам 10 месяцев Якутия сохраняет лидерство по низким показателям среди регионов Дальнего Востока, в том числе по тяжким и особо тяжким составам преступлений. Это в первую очередь благодаря профилактическим мероприятиям, проводимым сотрудниками ОВД. Помимо этого отмечается улучшение раскрываемости практически по всем видам преступлений. Так, республика входит в десятку лучших регионов страны с наибольшей раскрываемостью IT-преступлений. Отличную проделанную работу отметил и сам министр внутренних дел по Якутии Владимир Прокопенко. Он поздравил свой большой коллектив с профессиональным праздником, вручил благодарственные письма и нагрудные знаки особо отличившимся сотрудникам. Я хотел бы сегодня поздравить всех наших сотрудников с этим профессиональным праздником, действительно праздником народным. Поздравить наших дорогих ветеранов, которые стояли у истоков становления и развития службы милиции, полиции в нашей республике. Пожелать всем крепкого здоровья, семьям сотрудников, которые всегда ждут своих мужей, сыновей, жен с работы, потому что у нас ненормированный рабочий день, приходится задерживаться на службе. Всех с праздником, всем удачи, терпения и, самое главное, здоровья. Рентгенологи также отметили свой профессиональный праздник на этой неделе. Безусловно, рентгенограмма остается самым быстрым и доступным способом диагностики различных заболеваний. Со временем сфера радиологии совершила очень большой скачок в развитии. В медицине появляются новые методы, аппараты лучевой диагностики и терапии. В наши дни по всей Якутии на передовой борьбы с коронавирусом в кабинетах рентгенографии трудятся медработники. Безусловно, этот труд достоин самого высокого признания и уважения. Рентгенология – это профессия такая, что мы должны не только знать, как говорится, свои медицинские заболевания, анатомию нормальную, патологическую анатомию. Мы должны владеть и программным обеспечением, и быть немножко инженерами, потому что технологии не стоят на месте. У нас за 20 лет рентгенология вообще шагнула на несколько вперед. Вот как цифровые технологии, программные технологии у нас быстро-быстро так развились, вот точно так же и развилась рентгенология. Выставка, посвященная 300-летию прокуратуры России, открылась в Государственном музее имени Ярославского в столице. В экспозиции собраны уникальные документы, датируемые XVIII веком. Подлинники подписаны еще императором Петром I. Посетители смогут увидеть, как менялась форма блюстителей закона, узнают много интересного из истории становления органов прокуратуры. Экспозиция будет работать 3 месяца до конца января следующего года. Посетить ее можно, соблюдая все эпидтребования. При себе необходимо иметь сертификат о вакцинации или переболевшего и средства индивидуальной защиты. В экспозиции представлены исторические стенды, посвященные прокурорам Якутии, и биографические данные. Конечно же, будут интересны архивные документы, книги, награды, боевое оружие, а также личные вещи прокурорских работников, ветеранов Великой Отечественной войны. Кроме того, Национальным архивом для экспозиции подготовлена слайд-презентация на основе архивных документов,
которые посетители выставки могут посмотреть через видеопроектор. Ну и, конечно же, главным экспонатом экспозиции является зерцало XVIII века, на котором с двух сторон изображены указы Петра I. Эта выставка, она как раз будет освещать историю, всю историю прокуратуры за 300 лет в Российской Федерации и нашу региональную историю. Здесь выставлено примерно около 100 предметов основного фонда из предметов нашей коллекции. А также здесь есть интересные документы из фондов Национального архива, литература из Национальной библиотеки. Якутское кино вновь на высоте. Фильм «Тыгын-Дархан» получил гран-при международного кинофестиваля «СИФА» в Сочи. Церемония закрытия, как и весь фестиваль, большей частью проходили в онлайн-формате. Это уже вторая крупная победа фильма якутского режиссера Никиты Ржакова. Ранее «Тыгын-Дархан» получал главные призы исторического кинофестиваля «Вече». Это замечательно, что эта картина была в конце, потому что это было такое, знаете, вот в конце... Та-дам! Это был гимн кино. Вот эту картину обязательно надо смотреть на экране. Это, я, конечно же, уже могу сказать, это картина Республики Саха, Якутия, историческая лента «Тыгын-Дархан», она называется, вот, по имени главного героя. Но это фантастическое, вот это изобразительный ряд, это музыка, это костюмы, это декорации натурные. Это что-то, конечно, невероятное. Это разные времена года, этот край потрясающий совершенно Якутия, боже мой. Ну вот все, когда ты сидишь, и прямо у тебя дух захватывает, потому что, конечно же, очень зависит от средств кино, безусловно, да. И я знаю, что собирали всей республикой средства. Народный фильм. Да, это народный фильм, снятый на народные средства. Но это такая гордость сразу, знаете, и вот ты понимаешь, что вот это кино, это такое кино, которое именно для большого экрана, когда хочется, прям дух захватывает от каких-то картинок вот от этого неба, от этой природы. Потому что все настоящее, понимаете, все костюмы. И я очень рада, что такая картина была. И это, конечно же, абсолютно единогласным решением это главный приз. Между тем, в Якутске полным ходом идут ремонтно-восстановительные работы бывшего здания Дома казначейства 1909 года. Сегодня там размещается галерея зарубежного искусства Национального художественного музея республики. Объект культурного значения восстанавливают в рамках федеральной программы развития культуры и туризма. Уже второй год, и он совсем скоро уже распахнет свои двери в обновленном виде. Все подробности в материале далее. Лепнина под золото, дубовые стенды для картин, мраморный керамогранит. В таком виде уже к концу года распахнет свои двери галерея зарубежного искусства. На сегодняшний день уже завершающий этап. Ведутся работы по отделочной работы. И в данное время идет монтаж системы видеонаблюдения, сигнализации и пожаротушения. В прошлом здание Якутского областного казначейства сегодня является объектом культурного значения. Это один из наиболее сохранившихся домов дореволюционной постройки в Якутске. Находилось оно на пересечении улиц Правленская и Казарменная. Сейчас это улицы Петровского и Орджоникидзе. Подлежало реставрации, здание старое. Проблемные места были, где кирпичи где-то отошли и так далее. Все полностью восстановили. Работы по восстановлению памятников архитектуры очень затратные, поэтому за них берется не каждый. Тем более реставраторы должны иметь специальную лицензию. Тем не менее, проект по их сохранению в Якутии ведется. Многие из памятников сегодня находятся в плачевном состоянии, практически под угрозой уничтожения. Видите, вот вокруг все уже новые дома. Этот новый город наступает на старый, он исчезает, и наша задача сохранить. Делали осмотр территории, вообще там где-то мы насчитывали 37 домов, которые имеют историческую ценность определенную, да, архитектурную, историческую ценность. К сожалению, с каждым годом их становится все меньше. В планах восстановить и этот дом художника Валериана Васильева, построенный в конце 19-го, начала 20 веков. Его должны перевести в район Залога, где находится охранная зона номер 2.
Находится дом в самом центре Якутска, напротив парламента. Семья Васильевых проживала здесь в 50-х годах, а в дореволюционный период он принадлежал одной знатной горожанке. Кстати, точная копия этого дома находится в старом городе. Пока его строили, настоящее здание почти кануло в лето. Вот почему так важно восстановить его и сделать это как можно быстрее. В них история, потому что в старом городе ты пройдешь, ну, не ощущается той энергии, да, той старины какой-то, да, вот. А когда стоит настоящий дом, старый, именно сделанный мастерами 19 или начала 20 века, то это могут изучать архитекторы, да, она имеет уже такую определенную профессиональную ценность. Это с них могут писать картины художники, потому что это будет действительно правда. Переедет в залежную охранную зону и дом купца Гаврила Никифорова Монетта-Холла. В планах восстановить еще два старых объекта. Дом писателя Дмитрия Сивцева Сорона Амаллона и здание на Чернышевского, 28. Работы по их восстановлению уже начнутся в следующем году, чтобы новое поколение якутян могли иметь возможность прикоснуться к настоящей истории. Не на фотографиях, а вживую. Ульяна Шагина, Павел Пахомов, Якутск. Что ж, именно такой была эта неделя. Наши корреспонденты продолжают следить за развитием событий. Вы смотрели программу «Якутия. День за днем». Для вас в студии работал Иван Лазаренко. Я с вами прощаюсь. И берегите себя. Помните, что единственный способ остановить пандемию коронавируса – это, безусловно, вакцинация. До встречи в эфире.